Ой, здесь вчера щучка была. Все размотано до конца. Нравится ей это место. Что-то есть. Вроде бы. Что-то вроде бы идет. Вот, задергала, задергала. Спокойно, 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 девочка моя. Спокойно, 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 спокойно. Всем доброго утра. Очень доброго, хотя не доброе оно немного. Нормально, нормально. Вон ледоход на реке. Да. Льды идут пластами, утки летят. Поставили сеточки. Скоро проверим. Сишка будем просольного есть. Потом посидим утреннюю зорьку, вечернюю. Охота открылась у нас уже. Все нормально. 1 апреля сегодня, друзья. Это была, конечно, шутка. А если серьезно, да, действительно, утро недоброе. Идет дождь, потеплело. Плюсовая температура. Всю ночь как бы легли вчера в 10 часов. Капает, потеплело. Проснулись. Второй раз легли, наверное. Какой проснулись? Не уснули. Ну, встали опять. Перекусили, попили Чайковского. Наверное, в первом часу легли. Просыпался ночью раз. Смотрю, еще темно. Как бы я уже выспался. Потом вот 4:30 встал. Печка потухла. Растопил печь. И все, бодренькие. Сейчас вот 5 часов. А у нас уже готов завтрак. Сегодня будем завтракать своей кашки. Вот делаю вот таких вот маленьких баночках из-под икры. Очень удобно. Пол-литровые банки закончились. А вот такие делаю на один раз, чтобы, допустим, когда ты один идешь в поход, достал баночку, подогрел и сыт и пьян, и нос табаку, как батя говорил мне. А пол-литровую ты не дай, вот такая вот вкусняшка получается. В этой каше, друзья, мяса больше, чем риса. Рисовая каша с мясом. Не помню, тут свинина, наверное, покупали свинину. Или лосось, я не помню уже. Так что очень хорошая вещь это автоклав. Когда делаешь свои консервы, это действительно каша. Они... Хотя вчера рубали и ту кашу, но с тушеночкой. Тушенку добавляли и нормально как бы, да. Гречка вообще заходила, ну. Да. 3 дня подряд. 3 дня. Это получается, что сегодня у нас? Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 5-й день начинается, 5-й день. Да, каждый день. Благодарю Господа за то, что дает еще один день прожить такой вот жизнью, вот действительно, когда на природе вообще шикарно. 50 лет прожил и как бы спасибо, конечно, и на этом, но я говорю, счет рыбалки, жизнь на рыбалке действительно такое ощущение, что счет жизни не идет, потому что время пролетает вообще. Время, проведенное на рыбалке, жизни не идет. Все шикарно. 6,5. Так что жизнь дана человеку один раз, и прожить ее надо как-то, ну, интересно, что ли. Некоторые вот стараются как бы в жизни больше денег заработать. Думают, чем богаче он будет, тем ему лучше в гробу, что ли, лежаться будет. Да, Там, пока работает, жизнь там ему проходит, да, получается. Сомневаюсь. Так, сегодня у нас 100% день выезда. 100%. Это даже не обсуждается. Завтра здесь уже делать нечего будет, наверное. Как бы не знаю еще, как будем выезжать. Хотел заехать Серега, как бы в планах было немножко такое, что дождаться сегодня вечером Серегу. Серега приедет, привезет хлеба, сигарет Сереге. Посидим вечерком, как бы в избушечке. И завтра все вместе толпой выедем.
Люка хочет пацана своего привезти, порыбачить на жерлице Матвея. Ну нет, все-таки, наверное, будем подниматься, продольники сворачиваться и выезжать, потому что скоро можно уже будет не выехать. Не заехать, не выехать. Заезд, выезд на озера, болото, руку. Не знаю, посмотрим, но все равно поднимать надо. Будем немножко другой рыбалкой заниматься. Будет еще зимняя. Сегодня у нас суббота. Завтра еще тепло, воскресенье, понедельник еще. Во вторник у нас опять по прогнозу похолодание, 7-8 мороза там. Это хорошо, утренники нужны, хоть немножко задержать вот этот ледоход. Что-то мне кажется, градусник этот врет. Плюс 1 градус показывает где-то. Но на самом деле, мне кажется, теплее. Вот и все собрано. Корыто опять у нас полная. Так, рыба у нас часть там, часть здесь. Все, рыбу собрал, да, который Да, полностью? Полностью. Осталось только возле той избы еще. Рыбы собрали, кофр полный. Здесь все тоже битком полностью все забито. Избушечка. Сушнячок, березка. Все помыто, все убрано. В общем, все по правилам этой избушки. Почему я не люблю вот эти однодневные походы? Потому что сборы, то, что собираешься с дому, и сборы обратные, это занимает очень много времени. Мы где-то час, наверное, получается, собирались. На день едешь, собираешься так же. Из-за этого я люблю. Заехал, день, 2, 3, 4, и потом собираешься, выезжаешь. Вот, так и сделали. 4 ночи провели. 2 ночи в одной избушке, 2 ночи в другой избушке. Все. Пятую ночь будем уже по своим избушкам. Надеюсь, да, по своим избушкам. Надеюсь, до дома доберемся. Все хорошо. Спасибо, избушечка, за уют, за ночлег. Все. Закрываем. Пойдемте глянем на нашу красавицу Печору. Она посинела прямо на глазах, потому что потеплела. Она еще 2 дня назад приехали, белая была. Вот она вся посинела. Вижу, пол реки как бы серый лед, а там уже вторая половина, лед уже темный. Видать, позже встала, там промоина, скорее всего, была. Открыто, вот там вот открыто, полыня, скорее всего, зима была. Тут вот темный лед, лед толще, а там, походу, лед тонкий, и уже лужи видать. Может быть, даже где-то есть промоина. Вот. Ну, до свидания, Печора. Не прощаемся. Скоро приедем сюда опять. Ну вот и все. Выезжаем. Сейчас будем штурмовать. Здесь-то мы проедем, посмотрим, что там с озером. Ну, а дальше все по порядку. Опа-на. Вот так вот. И забыли контейнер. Ветром унесло. Ладно. До свидания, избушечка. Скоро вернемся. Поехали. Вот еще подъем один. Молодец. Молодец, ураган. Красавчик. Красавчик. Нормально? Ну, если здесь держит, значит там еще будет держать. Можно еще покататься. Доброе утро, озеро! Пойдем прокатимся первым делом по нашим жерлицам. Две сработки. Ты первую будешь или вторую? Вторую по очереди договаривать? Нет, ну кто это? Ты будешь или я? Это ты. Я? А тут ты, да? Да. Ну, по очереди. Ну, по очереди. Просто кто первый, кто второй, чтобы поровну было.
Да, это значит я первый. Так, ну что, смотрим. Мама дорогая. Так, что у нас тут? Вымотала полностью. Натяжки нету. Нету натяжки. Моя пустая. Что-то было, но ушло. Нет. Тут джиган был. Да. Моя пустая. Так что ты это... И в азартные игры тебе можно играть. Твоя ставка выиграла. У нас еще одна сработочка. Аж флажок улетел, вот и не заметили. Еще одна сработала. Не будем медлить нам. Да, все делаем быстро. Металла до петли. Снежок-то бери. А, ладно, не замерзшая хоть? Нет. Думаю, лучше убрать, конечно. С одной стороны. С другой стороны, Иван Григорьевич сюда шапку кладет, чтобы, говорит, света не боялась щука. Нету. Не, пустая. О, и живца нету. Оставляй. Нету. Украли. Кто-то был. Сейчас живцов. Оставь, пока оставь, кидай. Что ты там будешь наматывать сейчас? Размотала полностью. Так, ладно. Поехали дальше. Опять она же. Вчера здесь щука была уже. Что, по очереди, да? Ой, здесь вчера щучка была. Все размотано до конца. Нравится ей это место. Что-то есть. Вроде бы. Что-то вроде бы идет. Вот, задергала. Спокойно, девочка моя. Спокойно, моя девочка. Вот янцегадан. Золотая штука. Тигровая. Тигровая. Это вот в прошлом году такую же вот вытащили. В прошлом году Ну да, такая же где-то была. Такого же расцветка была. И размера такого же, да, где-то? Где-то примерно, да, такой же размер и расцветка вот такая же. Вот она, красотулечка. Но одна жерли тоже вторую поймала щуку, янцегадан. О. Красота. Красота, янцегадан, красота. Вот такая красота. Янцегадан. Поменьше, конечно, это килограмма 1,5 где-то, наверное. Те-то крупнее, но все равно приятно. У нас первая вроде похожа на такую, да? Которая с того озера. Чуть-чуть меньше может быть. Молодец, умничка. Смотри, тигровые расцветки, да? Вообще красотулина. Ну вот. Ах, янцегадан. По одной рыбе-то дает. Да, по одной рыбе в день. Позавчера одно, вчера одно и сегодня одно. Ладно, пойдем за живцами, потом уже цеплять буду, пачкаться, пока руки не буду даже пачкать. Живцов все равно нет. Сейчас пойдем, попробуем поймать живцов, а потом уж все остальное. С поводком, я думаю, ворона не утащит. Может, отпустим, пусть поплавает пока. Все. Я уже доволен, я уже рад. В день по щучке это нормально. Пошли живцов ловить. Да, лед еще день-два, и верхний слой начнет проваливаться. Лунки, как мы видим, не замерзли от слова совсем. Первый заброс. И сейчас посмотрим. Вчера после обеда клев прекратился на всех озерах в связи с изменением погоды. Пришел циклон. Упало давление, снег, дождь, тучи, ветер. И это сказалось на активности рыбы. Рыба перестала ловиться от слова совсем.
Уехали с этого озера, рыба ловилась. Приехали на то озеро, сразу как бы начал ловиться. Немножко поймали быстренько-быстренько. Пару минут там Серега вытащил 6 штук. У меня несколько поклевок было. Потом рыба перестала ловиться там. Приехали сюда, и рыба здесь уже не ловилась. Но сработки вечером были. Взяли одну щучку. И как мы видим, на ту же жерлицу, где была вчера щука, и сегодня тоже. Так что нам надо было, Серега, одну жерлицу ставить там, и все. А не 20. Ну, пока не клюет. Одно хорошо, одно радует такую погоду в теплую. Это то, что не замерзают лунки. Не надо ни просверливать, ни выдалбливать. Но, вот этот верхний слой, на котором мы сейчас стоим, не сегодня-завтра начнет валиться. И это будет катавасия. Вот так спокойно уже на снегоходе не покатаешься. Особенно выезд на берег тяжелый. Я обычно потом уже оставлял в лесу. Так, ну что, пробуем ловить живцов. Час-два. Если вообще никакого клёва не будет результата, звоню Сереге. Объясняю ситуацию. Он сегодня хочет вечером приехать с сыном, половить на жерлице. Так и так. Скажу ему, что и как. Потому что по-любому в основном все живцы уже дохлые. Если я их сейчас не поменяю, то он вечером уже ничего отсюда не снимет. То придется жерлицы снимать. Ну а если я насажу живыми живцами, то он вечером может собрать неплохой урожай. Была поклевка. О, живчик. Так что один живец уже есть. Это уже хорошо. На мормышку, да? Это ведро сразу не это с водой набери. Мормышка уже сработала. Одна поклевочка есть. Так что есть надежда, что что-нибудь да поклюет. Но я все-таки покидаю блесенку. Что-то мне блесна больше нравится, чем мормышка. Я не знаю почему, но мне нравится больше. Так, друзья, с утра по лункам была полная тишина. Серега вот поймал одного окушка жерличного в самом начале на мормышку. Я пробовал балансир, лунок 15, прошелся, тишина. Вернулся, поставил блесенку короткую. СС-ка, наверное, или как там я, СС-20 от Мишки. Лунок 15-17, наверное, прошелся, тоже ни одной поклевки. Потом окушок жерличный, 2 окушка, 3 получается, 4 крупный, вот 5, 6 окуней уже как бы, не знаю, то ли время подошло, прошло где-то час, наверное, с утра, как мы сюда приехали, то ли подошли к окушкам, но мне кажется, подошло время клёва. А то вообще ни одной поклевки не было, а тут нет, вот потихонечку пошли поклевочки. Вот только что опять была поклевка. Не азартные такие, еле заметные, но начались. Вон у Сереги тоже вижу на мормышку пару окуней там уже дрыгаются возле ног. А вот эти вот десяток лунок, что-то тоже тишина была. Так что это не место, это пришло время обеда или завтрака там у них, я как сказать. Я уж готов было идти звонить Сереге, сказать, что живцов нет. Что будем делать? Жерлицы поднимать туда-сюда. Но если и так, штук 20 живцов поймаем. Правда, некоторые очень крупные, но лучше хоть что-нибудь. Щука крупная здесь есть тоже. Поставим крупных живцов. 20 окуней, если поймаем, более-менее таких жерличных, то начнем менять дохлых живцов на живых. А то, что они дохлые, я даже не сомневаюсь. Пробовал цеплять за жабры, дохнут еще быстрее. Вчера насадил всех под плавник. Двойником прямо под плавник вот так раз протыкаю.
по крайней мере, одна. О! Чего? Я не вижу, в стороне выстави. А, хороший окушок. У меня один тоже такой, там поймал. Вот Серега говорит, хорошего окуня поймал. Начались поклевки, это радует. Значит, мы что-нибудь да подергаем. Пошел мелкий дождь. Мне-то в парке не страшно, Серега промокнет. У Сереги обычная куртка, костюм зимний. В избушке был плащ, предлагал одеть, не захотел. Ладно, сегодня домой, так и так. Дома, если что, высохнем. В общем, понемножку дергаем живцов. И не только. И крупного окуня тоже. Вот 2 окуня поймал. Там одного. По идее, здесь, если время клёва подошло, парочку окуней я тоже должен здесь поймать. Пару окушков должно клюнуть. Так, здесь чуть глубже. Сантиметров 20-25 от дна. Раз. Когда ловится, только менять лунки и все. А когда не ловится, вот идешь. Я сейчас, мне кажется, даже если я обратно пойду, вот хорошенький что-то идет. Вот она. Вот он. Вон, Серега, тоже крупный. Есть крупный окунь здесь. И берет жадно. Так что под занавес мы еще и окушков подергаем свежачком. Сегодня солнца нету, не подохнут они, домой приедут живехенькие. И чистить ничего не надо. Вчерашнюю рыбу всю почистили. Вот жерличный. Вот такие сейчас окушки даже больше нужны, чем крупные. 20 штук, чтобы поменять живцов. И может быть, пока будем дергать окушков после замены, может быть, даже что-нибудь еще и сработает. По большому счету, надо бы, конечно, жерлицы тоже менять местами. Но вот одна жерлица на одном месте 2 щуки уже поймала. Вчера одну и сегодня одну. Так что удачно попали. Ну как-то вот так. Дергаем чернявеньких окушариков. Средний здесь вот такой вот окунь. Вот такой вот средний. И жерличные поменьше. Таких немного. Я не знаю. Может быть, сетями вылавливает. Может быть, не знаю. Может, на спиннинг. Летом я здесь почему-то не рыбачу. Не хочу комаров кормить. Летом окуней на Печоре валом. Можно спокойно раздеться без комаров, позагорать, окунька половить. Белого, светлого, печорского. А тут комары, медведи. В общем, не любителя шастать летом по этим озерам. Убивать ноги. На технике не доедешь никакой. Да и жара, тепло. Рыбу сохранять тоже, пересаливать тоже ну его. В общем, озера это для зимней рыбалки. Летом на это есть Печора. Вот этого можно уже назвать симпатягой. Вот он. Вот он. Вот такие вот чернявенькие окунярики живут в этом озере. О, красавец. Но опять же, до полкило где-то ловили, но килограммовых я еще не слышал, чтобы кто-то здесь ловил, допустим, килограммового окуня.
даже, наверное, на полкило. Этот сколько грамм? 200-250, наверное. Оп, второй. А в основном вот такая вот шалупень. Щуки же наоборот. Карандашей тут мало. В основном щука крупная. Но сколько не отпускал камеру, здесь это живец. Во-первых, вода темная. Во-вторых, мало когда удается заснять рыбу на камеру. Обзор маленький и то ли гасится она от камеры, то ли не видно. Выдернул еще двух таких вот красавцев. Раз, два и три жерличных. У Сереги там что-то случилось. Оборра, обрыв или что, сейчас пойдем узнаем. Что там случилось? Рассказывай. А? Беда случилась. Чё? Самую рабочую мормышку забрала. Тяжелую? Тяжелая, но которая Которую я тебе давал? Дельфинчика. синенькая вот эта, да. Щука была? Щука была 3 раза так это в руке. Бух, блин, и все. Тяжелая? Тяжелая, да. Же- Я бы с этой леской-то ее и не вытащил. Жерлица, 0,1, конечно. Жерлицу надо поставить, съездить. Сейчас я поеду, частично жерлицы пореже там оставлю. Здесь выставиться надо, этот ряд по колонке есть. Мормышку жалко, не то, что там. Ну я говорю, щуку надо поймать, мормышку отобрать. Как Григорьевич говорит, верни мормышку. Ладно, пошел я за жерлицами. Ну, факт в том, что она тут есть. Будем что-то думать. До жерлиц пока я не дошел. Дошел до ведра с живцами. Думаю, дай-ка попробую пару живцов еще вытянуть. В итоге вон, ну, ловится, но это далеко не живец. Может быть, помельче несколько окушков поймаем, чтобы хоть все жерлицы поменять. И потом уже будем искать. Вот, друзья, поймал интересного окуня. Ну, чем он интересен? Просто побывал в зубах у щуки. Вон. Видно порезы. Вон. Щука хапала. Видать, со стороны вот она здесь. И каким-то образом окунь умудрился выскочить с пасти щуки. Как колобок получается. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. От тебя, лиса, подавно уйду. Не уйдешь. Врешь, не возьмешь. Не ушел. Так что он, если берет такого крупного окуня, вот таких вот средненьких, по-любому тоже хапнуть должна. Я так еще не дошел до своих жерлиц, потому что в каждой лунке по 2-3 окуня вытаскиваю. В основном это крупный, но несколько вон жерличных все-таки я выдернул. Вполне уже хватает на замену всех 20 жерлиц. Но пока еще вот буквально по 2-3 заброса сходу. Так. Меняем живцов. И что мы видим? Вижу одну сработку. Вижу вторую сработку. И вижу третью сработку. 3 загара. Вон. 1, 2, 3. 3 загара. И сейчас мы будем смотреть, что там. Вымотка полная. Есть что-то пока есть. Опа, нет. Опа. Тихо.
Вот такая вот тигрица Энскаден. Попалась. Красотуля. Еще одна. Блин, надо, наверное, за Серегой съездить по очереди, чтобы повытаскивал. Тоже. А то бедолага в расстройстве. Щука ему откусила. Ну-ка, у тебя хоть нету ничего в пасти? Нету. Ни моей нимфы. Ну как, попала за губу, но четенько все. Все четенько. Закрутила двойник, аж хрен распутаешь. Ладно. Вот так вот. Ну, сегодня уже прогресс. Вот такая вот щуренция. Вот такая. Первая была чуть поменьше, чем вчерашняя, позавчерашняя. Зато сегодня две. Зато сегодня две. Так. Вот одна вчерашняя, одна позавчерашняя. Так. Это сегодняшняя. И у нас одна сегодняшняя еще там, на жерлице. Так, у нас еще одна сработочка. Посмотрим, что там. Походу никого. Пусто. Пусто, поднимаем. Но кто-то был. Так что очередь была Серегина. Хорошо, хоть не поехал. Все равно никого не было. Так, ну все, у нас больше загаров нету. Поехали ставить. Подняли, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. 7 штук подняли. Переставляем их туда. Короче, вот туда. Туда. Где у Сереги щука мормышку оборвала. Попробуем поймать воровку. Так. Щука. Здесь точно щука. Вымотала полностью. Сейчас Сереге позвоню, спрошу. Не, съезжу, что спрашивать. Пусть вытащит, сейчас у Сереги очередь. Что, плотву поймал? Плотву поймал. Первый раз я здесь плотву вижу, блин. Охренеть, блин. А? На мормышку, да? А ну правильно, здесь все на блесну ловят, блин. У меня, видишь, вторая. Вон. Это утренняя. А, еще, да, вот. Еще вытащил одного. Там еще одна на катушке. Я за тобой приехал, чтобы ты вытащил. Да, вон, и причем крупная, не маленькая. Обалдеть. Серега поймал на Царском озере плотву. Это что-то меняется. Черная плотва. Вот нате, сила вся в мандате. Первый раз в жизни вижу, блин. Пошли, вытащишь там на катушке. Думаю, сейчас твоя очередь, блин. А так поклевывает? Да, уже штук 40
Ну, молодец. Поехали быстро, до времени нечего, надо жерлицы уставлять. Там две ложные сработки еще были, я так потрогаю, думаю, если чувствую, ну, потяжку, приеду, а не ловится, думаю, ладно. Это катушка, которая самоловка, палка так бьется, блин. Садись давай бегом. Сейчас я развернусь. Где-то вот здесь вот поймал здоровенную тоже щуку, где-то килограмма на 4, наверное. Дай бог, чтобы здесь она такая была. Ну что, так, ну-ка, запись идет. Приступай. Да. Чуть с катушки не вырвал, блин. Так, коленом отодвинет. Смотрите, вот здесь вот не надо спешить уже. В лунку не лезет. А, тихо. Через силу не надо. Тяжелый вес? Нет? Во-первых, вес не тяжелый, во-вторых, сопротивления не чувствую никакого. Зацеп, что ли, блядь. Запутала, что ли? Замотала куда-то? Может, замотала? Вес-то есть. Не, ну дергала. Чувствуется же, что не пусто, блядь. Не, рыба-то есть. Просто, может быть, замотала. Я когда это остановился аж, это идет, да? Попробуй слабину дать, чтобы распутала. Она вымотала полностью. Стравливает, нет? Нет. Серега, ты какой-то невезучий. Ну вот. Пока за тобой ездил, успела куда-то уже за корягу завести, блин. Извини, может быть, и распутает. Ну-ка. Да, зацеп. Зацеп. Теперь надо эти отпустить. Так, ну-ка. Мало тоже зацеп, она еще, походу, еще и ушла. Ушла, уже не дергает. Как-то вот так вот. Лучше бы я сам вытащил, пока дергала, блин. Может быть, за корягу бы не успела это. Получается, вот это А? с той стороны. Если бы она дергала, тут может быть что угодно. У меня таких зацепов было. Рыбацкая сеть, но дергала бы, а у тебя, видишь, не дергает нифига. Да, уже все, в принципе. А дергала, нет, когда шла? Дергала? Ну как дергала? Она, я чувствовал вес-то, блядь. Вес чувствовал, блядь. Такого сопротивления сильного не было. Просто мы пришли, палка уже не дергалась, а когда я остановился, палка вот так вот ходуном ходила. Да. Не надо было взять и вытащить просто, блин, а я за Надо тобой было. поехал, блин. Ну ладно, в следующий раз будем вытаскивать сами. Опять не повезло, попробуем теперь, я не знаю что. Если бы она дергала, другое дело было бы. А так... Попробовать отцепом еще. Хотя мало поможет, наверное. Хотя бы крючок с поводком спасти, блин. Не, уже никто не дергает. Щука сошла. Так что хотел как лучше. Думаю, что Серега вытащил, настроение поднялось. В итоге стало еще хуже. Не, настроение хорошее. Я там штук 40 окуней уже вытащил. Поднимается. Это Это твой груз. Груз поднимается. Угу.
отцепили. Вот она, рыба наша. Отцепить-то отцепили, блин, но рыбу не поймали. Как-то вот так. А вы сами видели, да, как палка ходуном ходила? В следующий раз будем умнее. В таком случае. Ладно, что теперь? Иди дальше плотву лови. Устанавливаю удочку на малька. И что-то у меня... Опа! Сразу поклевка. Окунь. Так, малек. Или сюда. Где ты? Клюнул. Вчера, позавчера вообще ничего не клевало на малька. Вот такой крючок, поводок. Отпускаю удочку. Не успел установить палку даже. Сразу последовала поклевка. Вот так вот. Принцип действия такой. Вон. О, уже опять клюет. Видите, да? О. Жует. В принципе, можно уже подсекать. Вот. Все, пошел. Иди сюда, мой сладкий сахар. Вот второй. Вот раньше так и ловили этого окуня на малька, когда не было ни блесен, ни балансиров тебе. Все натуральное. Он уже дохлый. Вешаем малька. Кидаем. И ждем. В принципе, на блесну, мне кажется, быстрее их поймать, чем вот так вот вошкаться. Ну ладно, выставим все равно. У меня их 3 штуки. 4 так-то, 2 просто, одну просто не знаю, куда положил. Вот. Выставлю на мальков, пусть стоят. А вдруг возьмет щучка. Или если найду мелкого живца, поймаю, то поставлю на мелкого живца. Вот, тем временем я переставил 7 жерлиц. Вот по этой стороне, где-то там вот порвала мормышку у Сереги. Сейчас выставлю еще 2 удочки. Подожду Серегу. Серега подойдет сейчас и будем пить чай. Блин, не дают устанавливать даже, вон. Клюют сразу на малька. Даже на дохлого. Живых мальков еще не взял. Уже дергают, блин. Все, вроде успокоился. Даже на дохлого малька херачат, блин. Ладно, все, пока оставим. Вроде установили. 1, 2, 3 удочки. 7 жерлиц. Попробуем на блесну. Возьму блесну побольше. Если щучка неожиданно ударит, чтобы хоть был небольшой шанс на пару сантиметров. Пару сантиметров. Ну, все, нашел дно. Пробуем.
Больше часа, наверное, вошкался. Если не больше. Больше получилось. Пока. Опа, уже есть. Живец. Отлично. Сейчас, если 3 штук таких поймаю, на удочке вот таких живцов насажу. Вместо мальков. Шансов больше на щучку. Окуня можно и так на блесну дергать, когда он ловится неплохо. По крайней мере, это будет быстрее. Чего? У нас сработка, говорю. Сработка? Где? Там, с того берега. С того? Сейчас поедем. Короче, это... Малька кидаю. Не успел поставить удочку. Бдыш, окунь. Второго малька. Бдыш, окунь. Потом мальки кончились у меня. На дохлых не хочет, блин. На дохлых поставил. Потом здесь уже на окуня поставил. Сейчас катаемся, глянем. Да будем чай пить, наверное, уже. Что, клюет? Ну вот так, уже сейчас похуже. А все, сейчас скоро перестанет. Время сколько? Время обед. Время обед уже. И с утра рано все равно не клюет. Час без 15. Час? Ну, сейчас проверим. Приедем сюда и будем обедать. Рыбу собрать. Сейчас будешь собирать? Ну не знаю, сейчас куда. Ну съездим, ты пакет. Съездим, наверное. Да, и на обратном Я пути. потом пройду, все равно Нет. по лункам буду проходить и С ведром, буду да? собирать. Да, можно. Поехали, посмотрим. Это ты оттуда заметил, что ли? А, ну тут рядом, в принципе. Новое место, я это переставил. На новом месте. Ну, тащи щуку с моей нимфой. Где-то это в районе она была. Что, идет? Не идет. Не идет. Серега. Ложная. Серега. Ну, что сделаешь? Вон, видишь, он даже живой. Ну, я знаю, что живой. Он же не сработал. Дернуло, да? Все. Ложная. Опять мимо. Ну ничего. Значит, не наш. А, пообедать. Да. Только туда поедем. Сейчас по жерлицам прокатимся, пошумим и поедем обедать. Так, собираем урожай. Ну, конечно, вот плотва удивила, конечно. Никогда не думал, что в этом озере есть плотва. Оказывается, она есть. Будем знать. Ну вот, собрали урожай. Пол ведерочка. Окуней. Это ну, там вчера было же немножко. Ну, вчера да. очищенное Это было. Вместе со вчерашним. со вчерашним больше половины, да. Еще там несколько штук вот еще. Ну что, наверное, что-то перекусим. А то засосало. И вот рыбалка с комфортом. Оп. Блин, зацеп что ли здесь? Не пойму. Или рыбы столько, что блесна даже упасть не может. Оп. Вот такая вот рыбалочка с комфортом. Сидим на горном сиденье мотобуксировщика Ураганс модели Сибирь. И ловим чернявеньких окуньков. Прямо сидя на мягком удобном сиденье. Плавно покачивая удочкой.
Серегу потеряли. Оп, оп, вот так вот. Здорово. Окуней ловим. Да. Жерлицы работают. Окунь тоже нормально клюет. Ну ты прямо сейчас скажешь, работаем, что Серега подумает, одного за одним вытаскивая. Не одного за одним, но работают. Живцов, да, ставим. Ты когда хочешь приехать-то? Сейчас. Ага, ну ты сейчас собираешься или как? После обеда, да? Как Серега говорит, у нас сработка. Надо проверить. Ну что, кто будет на этот раз тащить? Давай сам. А? Давай сам. Без щуки останемся. Да? Ну ладно. По очереди будем пробовать. Дай бог, чтобы твою воровку... Да, может с моей, с этой, как его, с мормышкой, блин, в зубах. Было бы Так-то. здорово. вымотала полностью. Где-то она здесь. Вот она. Маленькая. Нормальная маленькая. Ну, поменьше тех, я имею в виду. Без мормышки, да? Ну, ты заслоняешь. А хрен поймет ее сейчас. Не видно. Ну, в губах нету, так все равно бы, наверное, не заглотил. Не В заглотил. В зубах нету точно, если не выплюнула. А так вскрытие покажет. Самая маленькая, да, здесь? Да, я имею в виду среди тех, которые поймали. Да, Ме- здесь, в меньше. смысле, на озере. Мгм. Эй, эй, эй. Вот. Не зря сегодня у нас это прогресс. Третья щучка сегодня, да? Мгм. То по одной давал это. Ну, Теперь на пасашок думает, напоследок, да. напоследок, наверное. Вот. Вот такой вот гаденыш. Вот такой вот, вот такой. Енцикадан, енцикадан, енцикадан. Друзья, нашему урагане пополнение. Еще один ураган едет, ураган Тайга. Серега с сыном. Вон они, вон они, вон они. Быстро справились. Хотел с утра приехать. О, мелкий за рулем. Привет, привет. Хорошо с личным водителем-то. Круиз-контроль. Я же ураган начал выпускать этот. Круиз
Осторожно, ураган. У тебя такое ощущение, что он еще и шире, нет? Ага. Приветствую. Привет, Серега. Здорово, Матвей. Кыдиолан. Бура. О, слабок. Хорошо. Такой крюк получается, да? Большой. Тут Тут, во-первых, бурелом. бурелом-то ладно. Тут и если это на озеро выйти, там вода. А, вот там вот, наверное, в Да. начале, да? В самом начале там утонуть можно. И вот эти крайние жерлицы, которые уже там, смотрю, не сегодня-завтра, наверное, тоже вода там будет. Верхний слой уже начинает потрескивать и скоро проваливаться будет, наверное, верхний слой. Вот. Смотри, смотри, какие черные окуня. Красивые. Негритята. Ага. А, кстати, речные тоже есть. А светлые? Да, пойдем покажу это. Плотву-то покажу. А что, весной-то, наверное, заходит сюда, да? Здорово, Серый. Что-то мне кажется, у тебя или Да нет, так же. пошире. Он плотва. Видишь, вон. Ничего, и такая нормальная плотва. Первый это вижу. Такую, блин. Щуки солидные тоже, смотри. Нормалек, да. А, 3 штуки попалось, да? Одна ночью попалась утром, Здоров, Серег. вторая в течение дня, а третью недавно вытащили. Наверное, уши завяли, наверное, без сигарет. Да, пиздец. Ну, и хорошо. Эти не пустые, да и ладно. Конечно, А эти вот вчерашние, как бы вот вчера, позавчера, в день по одной-то когда давали. Это живцы. А эта плотвичка откуда? Это щемкоты. А, ну они уже трупешники, да? Да, собаки. Сегодня вот это вот. А то Серега птичам кормит, птицы уже жирные летят, жир жопа капает, все птиц кормит. А. У меня чай горячий, видите? Пойдем, да, перекусим что-нибудь. У меня без хлеба. Короче, Серега, более-менее активный клев с 9 до 12. Не, мне пару окуней-то мне главное этому коту поймать, да Матвей, чтобы пару штук поймал. А я за щукой приехал, хочу обещал ему щуку выловить, да будем надеяться, хоть одна клюнет. Клюнет, что нету, столько жерлиц, 20 жерлиц, считай, да, если Я выйдешь. еще 10 штук поставлю. Куда, говоришь, сначала, да, попробовать? Поставить-то? Да. Сейчас чай попьем-то или что, сразу хочешь поставиться? Не, конечно, попьем. Куда? Так, вам белый, черный надо. Без разницы. Сигареты, Серега, вот. Так что, Представляешь, вот- нашего полку прибыло. Сейчас немножко перекусим. И это даже не прибыло, а эстафета. Передаем эстафетную палочку, передаем озеро Матвею. Да. Да, Матвей? Все, Матвей будет... Своих щук мы поймали. Раз, два, три, 4, 5 штук, получается, за 3 дня поймали. Теперь ваша очередь. Сегодня, завтра у вас озеро в вашем распоряжении. Сегодня ночь, да завтра день. Все, небольшой перекус. Вот отсюда идут, это сегодняшние. Одна сработка была уже сегодня. Вот эта последняя, самая маленькая. А от линии туда жерлиц дальше нету. Все че позже стався и джободные. Да, можно. А та сторона, походу, глубокая. Це не мля колешет. Здесь поменьше, да. Вот.
Это типа короткий инструктаж. Передаем эстафету как бы со всеми подробностями в деталях, чтобы... Молодому поколению. Да, Матвей это будущий рыбак. Так говорится, нам осталось немного, дальше будут рыбачить дети, коми-дети. Коми-рыбаки, азгашка, бурясын, клёнышчины, да. Запросто. Так, ну вот доставай, Матвей, палку. Там живцы. Доставай. Вчера тут рыбу чистили, да там могут еще кишки, наверное, быть. О. Все, положи палку. Вот так. Давай, малявок. И доставай за веревку, там привязана банка с мальками. О, живые, с октября месяца уже в бедной тюрьме чалятся. Так, кан наливаю этих мальков или Нет, ведро? малявок я этих туда. А я сюда кан заберу этих живцов, да? Кан живцов, да. Так, тогда надо сюда. Вот. Здесь жарится ломаная. Как-то, да, и Серега же будет, да. Ладно, все, собираемся, будем скоро выезжать. Эстафету, в принципе, передали. А потом как-нибудь или в ролик сделаем видео, или отдельным, смотря сколько они рыбы поймают, может быть, получится целый ролик. Но Сергей обещал, что кадры, снятые сегодня-завтра, будут, поклевки, все такое, и мы это обязательно увидим на канале. Да, Матвей? А почему здесь две тогда? Ну что, сработка ночная, но я думаю, что ложная, потому что не размотана. Сейчас Матвей Сергеевич будет вытаскивать. Никто не дергает? Пусто. Пусто? Ну ладно. Нет никого. Пробуем. Сработка. Поднимай. Нету? Опа! Идет кто-то? Ой-ой-ой. Тащи. Аккуратно. Сейчас мы ее. Тащи. О, сошла. Сошла. Ага. Дело плохо. А была. Ну что, Матвей, вытаскивай свою щуку. Если она будет. Резче дерни. Пустой? Вроде бы ложная. Ага. Точно ложная. Слишком большая. Ну, размотать размотала, а выплюнула. Да. Фу. Вот так вот. Сама раненая уплыла. Крючок оторвала. Либо крючок сломала, либо он отцепился. Она сама по-любому ранена. Сейчас щука здесь плавает с крючком. Видно, не судьба тебе, Матвей, щуку поймать. Ну вот, эстафету передали. Теперь на озере остается Серега с сыном, с Матвеем. А нам предстоит обратная дорога. Путь домой. Сегодня, если все нормально, будем дома. Когда вы смотрите эти ролики, возможно, я уже опять буду на этом озере. Поехали, Серег!
Поехали домой, да. Все, хватит на сегодня. Потому что надо загрузить еще буксировщик. Делов много. По мне скучают уже продольники на Печоре. День, два, три, пока монтируются ролики, скорее всего, порыбачим на Печоре, а потом свернем удочки. И уже, как говорится, возможно, если будет лед, еще приедем разик сюда. За такими вот красивыми щуками. Золотыми щуками Царского озера. Сегодняшний улов у нас вот почти ведерочка. Почти ведерочка. Вчерашним плюс, как это, собаки. Это вчерашняя сучка и позавчерашняя. Ну, в общем, общее подведение итогов будет на дележке. И смотрю, карта памяти заканчивается, так что короткое включение перед выездом. Да, Серег, как тебе рыбалка вообще? Блин. Понравилась? Наверное, лучшее, я бы так сказал. Ты уже на негра похож, как этот окунь Царского озера. Первый раз поехали, тоже рыбалка хорошая была, и щучка порадовала. А здесь-то зимой минус Да. 37. Да. У меня рыбалка немного не получилась. Ну потому ничего. что, ну, несколько штук мало вытащил. Блин. А эта рыбалка прям, Запомнится надолго, да? да, и хорошо, и порыбачили, и рыба есть, и все. Избушка, в 2 избушках побывали. Ну все, теперь давай Класс. до темноты рвем когти. Да. Пока-пока. Все, процесс пошел. Короче, на заводских этих жерлицах груз слабенький. А, легкий, да? Тяжело глубину найти. Ну, оливки докупите, все, поставить, Не, все, это понятно. нашел уже. Ну все, давай, Матвей, счастливо оставаться. Все, мы поехали? Ни чешуи, ни хвостика, желаю поймать тебе Царское озеро. Давай, мужики, поехали. Давайте. Все, да, Всё, помчались. Счастливо оставаться. Бураки чай. Все будет хорошо. Да, давайте. Нулевые еще жерлицы, да? Да. Все. Поехали. Что, друзья, самое приятное под конец видео это, конечно же, подведение итогов. Как себя я вижу, лоб белый, лицо подзагорело, значит, рыбалка не прошла зря. И 4 дня, проведенные на реке, на озере, не прошли даром, потому что на 4 дня мы, значит, проживем подольше. Потому что, как все знают, дни, проведенные на рыбалке, в счет жизни не идут. Вот. Ну что, друзья, тадам! Вот такой вот улов у нас. 2 могучие щучки, кучки вернее, где получается по 5 щучек. 10 щук получается, да, по большому счету? Из них 1, 2, 3, 4, 5, 6, можно даже сказать, весьма приличных размеров. Пусть крокодилы мы не поймали, но это по-любому вот эти, допустим, вот эти красавцы крайние около 2,5-3 килограмм где-то так вот. Ну, по ведру на брата мы взяли по-любому. И теперь мы просто... Серега, он даже плотву поймал. Что, как ни странно, никто еще плотву на том озере не ловил. И теперь Серега вот отворачивается. Все по чесноку. И получается, да, я сейчас что не придумал. Втыкаю лопату. Не смотри, не подглядывай. Втыкаю лопату возле одной из кучек. И ты скажешь, кому эта кучка. Кому кучка с лопатой? Коми рыбаку. Все понятно. Коми рыбаку, значит, вот эта кучка. Можешь поворачиваться, все. Коми рыбаку, значит, вот эта кучка. А Сереге вот эта кучка. У охотника Сулеймана все по-честному, без обмана.
примерно раскидали, вместе раскидывали, примерно все поровну. Плюс-минус может быть 100 грамм, не больше. Не имеет. Даже щучки по четному количеству получается. Примерно одинаковые по размеру и примерно одинаковые по количеству. Так что делить легко и просто. Это когда одна крупная рыба, там, допустим, несколько мелких, там это сложнее. Вот такая вот, друзья, у нас получилась рыбалочка. Теперь на всех парах до темноты домой. Монтировать ролики, готовить, отдыхать, побыть с семьей, отдохнуть. И чтобы скоро, очень скоро встретиться с нами, с вами на очередной рыбалке. Зимний сезон пока еще не закрыт. Серега, может быть, Может быть, ключевое слово. может быть, а может быть и нет. Будет день, будет пища. Посмотрим, чем дышит Печора, как состояние льда. День, два, три. Ну, а потом будет видно. Будем следить за погодой, будем следить за состоянием льда. А на сегодня все. 4 дня рыбалки, 5 дней. 5 дней. Кой, 5 дней пять рыбалки. полноценных дней. С заездом, выездом 5 дней, 4 ночи, 2 ночи в этой избушечке. Спасибо хозяевам. И 2 ночи на берегу Печоры. Вот такое, друзья, у нас получилось путешествие. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Не забываем ставить палец вверх, потому что кино получилось хорошее. Да. Так что и кто смотрит без подписки, подпишитесь, вам же все равно, ну, это не тяжело. А если вы смотрите, значит вам интересно, значит подписку надо поставить обязательно на канал. Канал Родники, Серега, автор канала. И канал Родники, кому будет интересно, у меня короткие ролики, выпускаю не больше 50 минут. Ну, Короткий. такие, да. Раньше канал назывался Carving Art, теперь канал Родники. Ну а канал Коми Рыбак, вы сами знаете, чем занимается канал Коми Рыбак, чем занимается Коми Рыбак. Он показывает жизнь такую, какая она есть на самом деле. Без притворств, без понтов. Так, как она есть на самом деле. Я как подписчик, я убедился в этом сам, то есть побывал В шкуре, в своей шкуре, с моей уже, шкуре. да, вместе с вами, с вашей компанией, что мне вообще здорово, это запомнится надолго. И действительно, ну, понимаешь, что вот показано на канале, что смотришь, оно так и есть на самом деле. Если кто-то думает, что тут где-то что-то наиграно, вымышленно, это далеко не так. Все как есть действительно. Усталость есть небольшая, Усталость, я бы сказал, даже немного большая, может, но приятная. но очень приятная усталость вообще, я доволен. Так что не так-то все и просто. Это не пройтись, прогуляться там на платнике где-то, где-то готовую рыбу, которую вырастили, привязали, поймать. Чтобы добыть дикую рыбу на диких озерах, на диких речках, нужно изрядно потрудиться. Вот. Все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак и на канале Родники. Всем пока. Все, палец вверх не забываем.